Здравствуйте, дорогие подписчики! Большое спасибо вам и всем, кто смотрит мой канал и этот новый выпуск под названием «Из золотой плеяды оперного ренессанса Якутии». Народная артистка Республики Саха-Якутии Мария Николаева, корифей якутской оперы и педагог, встречает свои 90 лет на сцене родного театра. Трудно поверить, что так можно звучать в 90 лет. Факт поистине достойный книги рекордов Гиннесса. Мария Евсеевна служит искусству более 60 лет. Уникальная работоспособность и уникальная преданность призванию, профессиональному долгу. Но путь в искусство для нее не был усыпан одними розами. Она родилась в глухом поселке Туюку Аргётского наслега Верхневилюйского района 5 июня 1936 года в многодетной семье. Отец Евсей Николаевич и мама Анна Ивановна обладали хорошими и сильными голосами. Этот природный талант передался и Маше, Марии. Послушайте, как моя героиня рассказывает сама. Сначала с детства вообще я любила слушать, как поют по радио. Я когда первый раз услышала «Звейте с кострами», вот эту пионерскую песню. И для меня это волшебство было. Тогда у нас во время войны не было радио, даже не было. У нас в деревне, я же росла, в деревне выросла. И приемник был. У меня отец всегда говорил: у вас скоро будет, со стены будет говорить радио, там будет тебе петь будут, вот ты будешь слушать. Мне так было интересно. Потом он купил патефон, и нам каждому купил музыкальные инструменты. В семье для детей? Да, для детей. Он продал скот, пошел там корову, быка, и купил патефон. И каждому старшему брату гитару купил, а нам, девочкам, по балалайке. Ой, как здорово. А сколько было детей в семье у родителей? Нас было 6, но 5 вместе выросли. Одна девочка воспитывалась у других. Потом она перешла к нам, а отец взял ее, когда ей было уже 12 лет. Вот, и... А как звали родителей, маму и папу? Отца Евсей Николаевич. Мама у меня была Анна Ивановна Николаева. Вот, она была, между прочим, очень музыкальная. Ну, она в детстве хотела петь, оказывается. Они еще в глухой деревне жили. И когда она говорит, мне так хотелось, говорит, петь. И так что у нее, видимо, был голос, но раньше-то нельзя было вот еще девушкам там издавать такие звуки большие, петь там, что-то кричать. А отец у меня очень красивый, вот у него, я помню, вот у него колгак такой красивый был. Голос какой, баритон, наверное, бас? Я не помню, это баритональный, по-моему, тенор, там, вот, потому что высоко, я помню, у него там это колгак, и вот тембрально, вот, сейчас я помню. Мне казалось, что какая-то сказка, когда он начинал вот петь, длинный, так красиво. Потом он очень любил приглашать тоиксутов. Вот, и мы всегда сидели перед камельком и слушали, как там несколько часов, а мы, дети-то, не могли до конца сидеть, но все равно слушали очень долго. Вот. Так интересно, у вас музыкальные родители. Но не зря вы пришли в вокальное искусство. В общем-то, все генами было обусловлено, заложено уже в генах. Может быть, что-то было такое. Но тогда никто не пел, но
тяга такое было. У меня вот сестра, которая воспитывалась у других, у нее очень красивый был голос. Очень красивый, высокий, такой прямо летящий. Мне кажется, колоратурная сопрано была, или лирика колоратурная сопрано. Вот мы с ней всегда, кто бы все выше возьмет, старались. Учительница пения. Педучилище, она преподавала там музыку. Первый раз увидела я тогда фортепиано. Первый раз. Вот я и пела первый раз, попробовала под фано. Это 53-й год, после 7 класса. Вот, и она сказала: у тебя очень красивый голос, надо тебе не учителем быть, надо тебе певицей. Я говорю: как это певицей? Она говорит: то есть музыкальное училище вот в городе Якутске, поезжай туда. А я со 2-го курса начала бунтовать. Я учиться не хочу, я хочу поехать где-то другой. И летом услышала, что набирают, приехали артисты музыкального театра, музыкально-драматического театра, набирают студентов для музыкального училища. Ну, талантливых детей. Я взяла 17 лет. Я взяла, и 70 километров у нас деревня от районного центра. С друзьями пошли пешком. Ой, потому что ничего нет. У нас только лошади дают, но лошади не дают каждому. Вот и поэтому пошли пешком. На следующий день собираюсь, иду в клуб. Встречаю там двери как раз выходит из клуба, две женщины, такие маны, да, такие одетые, красивые. Оказывается, это были Марфа Ивановна Васильева и Зинаида Прокопьевна Габышева. Вот. И я говорю: Шепелева, мне сказали, Шепелева набирает. Надежда Семеновна Шепелева здесь? Они говорят: да, заходи, проходи. Там она в зале сидит, очень красивая и высокая женщина. Я зашла, ищу красивую женщину. Оказывается, она сидела там на сцене. И пришла, она посадила там, послушала меня, расспросила и сказала: ну хорошо, я рекомендацию даю. Поезжайте, говорит, в Якутск. А в Якутске ехать от нас, из Верхневилюйска, это так далеко. И осенью уже отмелели реки, и грузовой пароход только. А этот пароход сколько там едет, там неделями. Потом, я думаю, сестра у меня работала медсестрой, в больнице работала, и она мне дала 300 рублей. Мне говорит: давай, поезжай. А я полетела самолетом, а самолетом полетела только до Сангара. Дальше у меня ни копейки, денег нет, как туда ехать, не знаю, но я такая, оказывается, бесстрашная была. И остановились там у почтаря, который работал в почте. Оказывается, он знал моего старшего брата. И ночевали у него, потом он нашел катер, и мы на катер добрались до Намцев по реке. Большие суда тогда не ходили. До Намцев приехали, заплатили там, за меня был старик, земляк, он заплатил за меня 30 рублей, это в долг. А потом до сих пор до Якутска надо было еще деньги на машине. По-моему, 15 рублей или что было, не помню. Там один студент, который закончил, но поехал, земляк тоже. Вот такими добрыми людьми доехала до Якутска. Потом я пришла в музыкальный училище, а там директором был Бархсанов, такой красивый мужчина. И говорит: опоздала девочка, вы уже, говорит, приняли всех, кто хотел учиться. А я чуть не расплакалась. А мне сказала Надежда Семеновна: напиши Шепелева, что поезжай. Мне очень долго надо было ехать.
И он говорит, давно надо было сказать. И вдруг он из стола достает список. Оказывается, я там была. Надежда Семеновна, видимо, отправила список, кого набрала. Вот так стала студенткой музыкального училища. Здорово, здорово. Судьба? Да, и Знаете, главное, 3 дня голодала Да, здесь, когда приехала. Денег-то нет, абсолютно голодна. знакомых нет никого. Вот, и потом встретила тоже доброго человека. Говорит, пойдем-ка в столовую. А я голодная, 3 дня ничего не ела, воду только пила. Я говорю, мне стыдно. Я говорю, нет, я не хочу, нет. А он говорит, ну что ты не хочешь? Пойдем, пойдем. Ну вот такая была первая моя поездка к искусству. Дорога к искусству, да. Дорога к искусству. Серебристый, как луч солнца, нежный голос твой. С таким восхищением отзывался о Марии Николаевой композитор Герман Комраков. Да, ее голос всегда завораживал именно нежным и серебристым тембром, каким-то особенно прочувствованным звучанием, идущим из глубины женского сердца. Сколько же нам открытий чудных подарил ее талант!
Оперная русская классика на якутской сцене обрела в ее творчестве интерпретатора верного воплощения музыкальных образов в академических традициях Петербургской вокальной школы, артистизма и сценической культуры. Именно эта особенность лежит в основе ее образов в 3 операх Чайковского. В ее коронной партии «Татьяны» в опере Евгений Онегин она пела этот спектакль в постановках разных режиссеров, в которых сложился 30-летний дуэт с Александром Самсоновым в партии Онегина. Дуэт перешагнул порог в следующее тысячелетие, не потеряв ни эмоциональной искренности чувств героев, ни на редкость долголетнего звучания и профессионального мастерства. Николаева первой на якутской сцене создала образ Лизы в опере «Пиковая дама». Это и слепая от рождения Иоланта в опере «Иоланта», которая благодаря мужеству любви обрела и познала свет Вселенной, чудный дар природы вечной видеть. Незабываема Мария Николаева в трагическом образе Наташи в опере «Русалка» Доргомышского, не пережившая предательство любимого и ставшая владычицей, царицей речных вод. В большом оперном полотне «Князь Игорь» Бородина Мария Евсеевна впечатляла образом любящей и мужественной Рославны. Эту партию она с большим успехом пела в спектакле Красноярского оперного театра в 1980 году. «Магия Бельканто» – итальянская опера. Первая из них в репертуаре Марии Николаевой – опера «Буф. Служанка-госпожа». Большой успех в партии Серпины. Всю сценическую жизнь солистки сопровождает опера Пуччини «Чио-Чио-сан». Невероятно сложной по вокальному мастерству партии «Баттерфляй». Со свойственным ей изяществом Мария Николаева передавала утонченность душевного мира японской геши, которой судьба принудила трагически умереть с честью. А в образе блестящей парижской куртизанки Виолетты в опере Верди «Травиата» она воплощала всю гамму чувств любящей женщины, которая жертвует своим счастьем ради репутации любимого. Впервые Николаева спела партию Леоноры в опере «Трубадур» Верди. В образе пронзительно продолжала звучать тема жертвенной любви. Она первая Маргарита в опере Гуно «Фауст». Воплощала судьбу героини от наивности ее души до безумия и раскаяния. А вот от ее другого образа, простодушной Микаэлы в опере «Бизе Кармен», исходили безыскусность светлой любви и гармония. Овладение новым музыкальным языком XX века, о вокальной многогранности Николаевой говорит опера Гершвина «Порги и бес». Вместе с супругом Юрием Местниковым с большим успехом они исполняли заглавные партии в единственном составе. Крупный пласт в репертуаре солистки составляют произведения якутских композиторов. В первую очередь сердцевина национальной классики опера Ланхо Нюргунботур Жиркова. Общепризнана Мария Николаева – выдающаяся Туяра Мако. Ее героиня воплощала эпический идеал женской красоты, и вместе с тем ее образ излучал живое обаяние женственности. Она была прекрасна и во второй партии «Умусур Даган» белоснежного стерха. Лирическая опера Григоряна «Лаукутыни Гусум» о легендарных влюбленных получила ее лучшее воплощение образа верной Нюргусум, как и его оперетта «Цветок севера» и главная героиня Татеик, мечтающая вырастить яблони на суровой земле. Совершенно другие темы и краски звучат в таких партиях, как Кутурган-Ко в опере Летинского «Красный шаман» о неизбежной гибели отжившего мира, Саргы в опере о народном бунтаре Манчары Комаракова, Сусана, неугасимое пламя Берестова о периоде гражданской войны
в Якутии и другие. Все эти полномасштабные оперные спектакли являлись этапными в освоении театром классического и национального репертуара на пути к высокому статусу театра, оперы и балета. Один из секретов вокальной молодости Марии Евсеевны в том, что ей посчастливилось с педагогом, профессором Ленинградской консерватории, заслуженной артисткой РСФСР Лотиной. Она была для Марии второй матерью. Опытный педагог не только мастерски раскрыла природную красоту ее голоса, яркое индивидуальное звучание, но и воспитала профессиональный интеллект, музыкальный и художественный вкус. Когда я закончила консерваторию, Ленинградской консерватории, уезжала на прощание, Наталья Дмитриевна меня пригласила домой и сказала напутственное слово и говорит: Машенька, тебя пусть греет эта лампа, мне это светило, говорит, 30 лет, а сейчас пусть дальше тебе светит. Вот, все ее благословение. Вот, когда у меня хороший спектакль спета, прихожу вот с этой лампой, разговариваю. Дорогая памятная реликвия, молчаливый свидетель вдохновенного труда, поиска и надежд, всегда разделяет грустные и счастливые мгновения многогранной творческой жизни выдающегося мастера якутского оперного искусства. Кроме сценической, известна и талантливая педагогическая деятельность Марии Евсеевны. Она многие годы совмещала театр и преподавание в музыкальном училище, в высшей школе музыки. Она доцент кафедры академического пения и оперной подготовки. Среди ее учеников известные вокалисты, заслуженные артисты, солистки и артисты хора театра. Расставшись с оперной сценой в 2001 году, она работала в театре педагогом-репетитором до 2016 года. И сегодня она постоянно занимается с вокалистами уже у себя дома. Мария Евсеевна передает свой опыт и мастерство ведущей солистки театра Онегине Дьяконовой. Театру посвящена вся семья народной артистки. Супруг Юрий Местников пел басовые партии. Сын Аял многие годы создавал световую партитуру оперных и балетных спектаклей. В балетах танцевала его жена, прима-балерина Оксана Абрамова, заслуженная артистка Российской Федерации. Аял передал свою профессию, свою специальность своему сыну Юрию. Работал в театре и дочь Гульнара. Семья внесена в книгу почета лучших трудовых династий республики. Но жизнь прожить не поле перейти. Мария Евсеевна с достоинством встречала удары судьбы и недавно безвременную утрату сына накануне своего 90-летия. И все же родной театр провел в ее день рождения юбилейный концерт чествования «Признание в любви». Это было теплое и очень душевное признание учеников, коллег, друзей, любви любимой артистки, любимому педагогу. Зрительный зал встретил аплодисментами выход Марии Евсеевны на сцену и ее песни.
памяти сына прозвучал романс Чайковского «День ли царит». Сколько в них звучит жизни, счастья, петь и любви. Ее голос льется легко и свободно. Трудно поверить, что можно так петь и звучать в 90 лет. Слушая Марию Николаеву, понимаешь, что все прекрасное в жизни этого мира создано музыкой и голосом человеческого сердца. Но и музыка – это и есть голос человеческого сердца.